эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В Якутии запаслись жидким медицинским кислородом. 16 тонн доставили из Хабаровска в столицу республики. Социальная газификация в регионе будет продолжена. В прошлом году было подключено 300 домов. 500 делегатов примут участие в 15-м съезде женщин Якутии и на 2-м Дальневосточном женском форуме. Медицинские учреждения Якутии обеспечены кислородом в полном объеме. Накануне из Хабаровска в Якутск доставлено 16 тонн жидкого медицинского кислорода. В столице сформирован запас до 17 суток. Напомним, в эту волну коронавирусной инфекции потребность в медицинском кислороде стала меньше. Так, за прошедшие сутки медицинскими организациями заречной группы улусов газообразный кислород не потреблялся, так как не было в этом потребности. Амбулаторный центр на базе ДЮСШ Мирного прекращает работу. В Мирнинской центральной районной больнице отметили, что за прошедшую неделю количество обратившихся в центр значительно сократилось. Напомним, его открыли 2 февраля решением оперштаба Мирнинского района для пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций. За время работы в амбулаторный центр за помощью обратились более 1600 пациентов. Максимальное количество зафиксировали 7 февраля – 182 человека. В период подъема заболеваемости центр снизил нагрузку на поликлинику, помог избежать очередей в больничных коридорах. Эти обращения бы упали на скорую медицинскую помощь, на взрослую поликлинику, на наши ОРВИ-кабинеты. И люди бы ждали своей очереди до прихода врача, до глубокой ночи, а иногда, может быть, пришлось бы нам работать круглосуточно. Но благодаря работе, слаженной работе, и они работали с 8 утра до 8 вечера, это амбулаторный центр амбулаторной помощи, поэтому нам удалось сбалансированно отработать, планово отработать, и чтобы люди не ждали до ночи. Росавиация начнет контролировать цены на авиабилеты. Авиакомпании обяжут каждый месяц отчитываться о стоимости билетов в эконом-классе по маршрутам на Дальний Восток, Российский Юг и в Калининград. Поручение контролировать цены на авиабилеты дал Минтранс еще в мае прошлого года. Сегодня цены на регулярной основе и так мониторит Федеральная антимонопольная служба России. По данным ведомства, в прошлом году цены вернулись к допандемийным значениям. Более 5000 семей воспользовались социальными контрактами в Якутии в 2021 году. В этом же году на государственную поддержку в виде социального контракта предусмотрено порядка 616 миллионов рублей. За последние 3 года в целом объем поддержки увеличен в 2,5 раза. Социальный контракт заключается с малоимущими семьями и малоимущими одиноко проживающими жителями и может быть направлен на содействие в организации собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, помощь в сложной жизненной ситуации. В Якутии по программе социальной газификации к земельным участкам бесплатно подвели свыше 300 газопроводов. Реализация программы продолжается. Всего с начала момента приема на бесплатную газификацию поступило порядка 3400 заявок по всей республике. Основными критериями для участия в социальной газификации являются построенные в населенном пункте газораспределительные сети, наличие у заявителя права собственности на земельный участок и объект ИЖС на нем. В Накыне 4 новых 90-тонных самосвала вышли на линию. Чтобы собрать большегрузную технику, работникам и сервисным инженерам понадобилось 10 дней. С начала года на Накынскую площадку поступило 18 единиц новой горной техники. Чем отличается новая от старой и на что в первую очередь обращало внимание руководство при закупке горного транспорта, узнавали наши коллеги. Легкое движение, нет ни руки манипулятора, и многотонное колесо занимает свое законное место на ступице горного самосвала. По соседству очереди ждет не менее тяжелый кузов. Именно под ним расположится новая система пожаротушения. Такой оснащена вся новая горная техника, которая поступила в этом году на Накынскую площадку. Данная система работает каким образом? При возникновении открытого огня либо повышении высокой температуры происходит автоматическое срабатывание датчиков,
и тем не менее и система автоматически производит выброс огнетушащего порошка, тем самым гасит воспламенение. На новом КАТ-3 семерки Е отдельное внимание водителей привлекает кузов. Впечатляет не только размер и грузоподъемность 90 тонн. Нарощенные борта кузова, что дает дополнительно увеличен объем кузова до 71 метра кубических подгорную массу. Зачем это сделано? Значит, при вскрытии вскрышных верхних пород удельный вес породы меньше. И вот данная функция позволит полностью нормально загружать самосвал, тем самым принесет пользу именно при работе на верхних горизонтах. При подъеме огромный кузов может повредить линии электропередач. Для этого на новых самосвалах будет работать установка оповещения, которая предупредит водителя сигналом о препятствии. О таком большом зеркале мечтает, наверное, каждая автоледи. Правда, в Накыне самосвалами девушки пока не управляют. Такие сферические зеркала выполняют только одну функцию – безопасность. На КАТ-3 семерки Е есть система обзора 360 градусов. В нее входят видеорегистраторы, камеры наблюдения и зеркала. Она позволяет водителю видеть буквально все, что происходит вокруг машины, исключить слепые зоны и увидеть возможность наезда. А экскаватор немецкой фирмы Liebherr, он тоже новичок на накынской площадке, собирают на свежем воздухе. Объем ковша такой, как и у его предшественника, только корпус легче. В среднем у нас уходит около 10 дней на сборку всего экскаватора. Дальше вторая фаза начинается. Это накрываем палатку, так как, сами понимаете, температура отрицательная. И под палаткой уже проводим монтаж электрической части, гидравлику соединяем, двигатель запускаем. Помимо самосвалов и экскаваторов в Накын придут погрузчики и бульдозеры. Новички будут добывать и перевозить вскрышную породу и алмазоносную руду на карьерах – Нюрбинский, Бутообинский и Майский. С дополнительным горным транспортом план добычи работники планируют увеличить. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Якутске состоятся 15-й съезд женщин Якутии и 2-й Дальневосточный женский форум. Участницы обсудят вопросы создания благоприятных условий для роста рождаемости, поддержки материнства, занятости женщин, обеспечения качественно нового уровня здравоохранения, благоприятной окружающей среды, женского предпринимательства. Мероприятия пройдут в смешанном формате, очном и дистанционном. Всего в них примут участие 500 делегатов. 200 участниц будут работать в очном формате. Это женщины-активистки из всех районов республики, руководители и члены женсоветов, лидеры общественных женских организаций. 300 делегатов примут участие дистанционно. Среди них участницы из дальневосточных регионов и других субъектов страны. У выпускников 9 классов осталась неделя, чтобы определиться с экзаменами, которые им предстоит сдавать по выбору. Соответствующее заявление принимают до 1 марта. В этом учебном году в Алданском районе аттестаты о среднем образовании получат 466 девятиклассников. Ожидается, что государственная итоговая аттестация будет проходить в доковидном режиме. Если в 2021 ОГЭ сократили до 2 предметов, то теперь школьникам предстоит сдавать как обязательные экзамены, так и дисциплины по выбору. Расписание утверждено. Основная волна продлится с 20 мая по 15 июня. Главным нововведением станет переход на систему 2.0. Нет, технологию 2.0 бояться не надо. Для ребят она точно такая же приемлемая, как и раньше. Но это большую должность, большее значение имеет для, конечно, организаторов аудитории. Потому что прием контрольно-измерительных материалов и распечатывание будет проходить у нас непосредственно в аудитории. А сами материалы будут сканироваться непосредственно в штабе. Поэтому для ребят здесь никакой боязни, трудностей нет. Международный день родного языка состоялся накануне. Он был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО с целью содействия языковому и культурному разнообразию. В Нерингре в стенах экспериментальной школы-интерната «Арктика», где обучаются представители коренных малочисленных народов, прошел телемост «Северный Меридиан». Подробности мероприятия у Тамары Игнатьевой. Современные инновационные технологии в обучении языков коренных малочисленных народов Севера. Так звучала тема обсуждения телемоста, в котором приняли участие Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Республика Саха-Якутия.
Одним из представителей нашего региона стала экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля. Все пришли к единому мнению, что все вместе, обмениваясь опытом работы, всегда быть на связи, да, вот только такими вот усилиями, такими действиями мы сможем что-то сделать все вместе. Потому что у нас это самая главная задача в рамках десятилетия международных языков коренных народов мира. Это десятилетие пройдет очень быстро, и мы должны успеть за это время сделать все возможное и невозможное. В школе «Арктика» сегодня обучаются 125 детей 5 разных национальностей – эвены, эвенки, долганы, юкагиры и чукчи. Сохранение и развитие родного языка – вот основная задача педагогов школы. Кроме преподавания родных языков и литературы, в школе ведется внеурочная деятельность, где акцент делается на пропаганду национальной культуры и традиций. Главный ресурс в нашей школе – это учителя родных языков. Наши учителя эвенкийского, эвенского, юкагирского, они все носители языка, потому что каждый учитель должен проводить уроки, больше обращать внимание на разговорный курс. И действительно, многие ребята стали изучать свою родную речь, только переступив порог этой уникальной школы. Валера родом из поселка Банак Амурской области. По национальности он эвенк. Когда я приехала в школу «Арктика», к своему стыду я не знал своего родного языка. Когда я сходила на уроки Ладни Гентини, я понял, что я выучу этот язык. Сейчас я вам прочитаю стих Алитета Немтушкина. «Или беракан, идеси аят дини, аяврив асаткан, идуси бедини, митули иличера, хдемэмэл урел, баками албадера, удеран маорор». Участники мероприятия отметили важность таких диалогов в деле сохранения и приумножения числа носителей языка и традиционной культуры. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. Глава республики Айсен Николаев поручил запланировать работы по созданию Международного центра масс-рестлинга в Якутске, а также Академии масс-рестлинга на базе СВФУ для подготовки тренеров и спортсменов. Мероприятия будут включены в дорожную карту мероприятий по включению масс-рестлинга в программу Олимпийских игр. На сегодняшний день якутским национальным видом спорта занимаются более 32 тысяч человек более чем в 50 странах мира. Из них свыше 16 тысяч в России. В состав Международной федерации масс-рестлинга входят 52 национальные федерации. К этому часу у меня вся информация. Оставайтесь с нами. Мы следим за развитием событий.